Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы смотрите «Город женщин». И с вами мы, команда «Среды». Это я, Дарья Анкехова, стилист наш Бема Лазарева. И наш мастер на все руки Мария Куницкая. Девочки, давайте поприветствуем всех наших дорогих и любимых телезрителей. И, забегая вперед, расскажем, что сегодня мы будем говорить на такую тему, как активная женщина. Но даже, наверное, больше не активная в плане движения, а женщина с активной жизненной позицией. Вот такой являетесь ли вы? У меня вечные вопросы к вам, я вас все время пытаю. У меня бабушка моя еще, Царство Небесное, говорила: ой, Маша, ну бы энергию, да, в мирных целях. Так что я всегда с активной жизненной позицией была. Активная жизненная позиция. Бем, насколько активная жизненная позиция у тебя? Да, я не знаю даже, как это характеризовать. Активная, наверное, не очень активная, наверное, жизненная Не очень позиция. активная. Но вот сегодня, после того, как ты познакомишься с нашими героями, мне кажется, ты получишь заряд вот этой активизации и начнешь немножко мыслить иначе. Окей. И мы начинаем. Итак, дорогие друзья, конечно же, начало нашего эфира мы начинаем с нашей любимой рубрики «Лайфхаки от Маши». Здравствуйте, дорогие мои. Ну, раз уж мы заговорили об извините, просто это очень смешно было. Раз уж мы заговорили об активных и позитивных женщинах, то я хочу добавить, что сейчас у нас, ну, хоть эти бесконечные дожди, все равно это хорошо, природа оживает, напитывается водой, но все мы знаем, что мы перестали носить сапоги, теплую обувь, и многие уже переодеваются в туфли на каблуках. Совершенно верно. Босоножки даже. Причем в каком цвете, Бема? В каком цвете должны быть туфли, товарищи? Желторотики вы сегодня. Ну вот к Беме у меня вопросов нету, а вот к Даше есть вопросы по туфлям. Шпилька вообще, да. Даша, подойди сюда, мы сейчас будем проверять. И я дам лайфхак, небольшой совет. Сегодня не будет ни пластиковых бутылок, ничего. Это будет настоящий совет по приобретению шпилек. Причем шпилек не в магазине, а шпилек даже онлайн, если вы приобретаете обувь. Советы по приобретению обуви. Короче, снимай свой туфель, будем его проверять, вообще хороший у тебя туфель или нет. И это касается, разоблачение онлайн. Дорогие мои женщины, это касается только туфель на каблуках. Вот посмотрите, нам нужно поставить туфель и измерить расстояние от каблука до подошвы. Но не вот так вот, а вот здесь опустить вертикаль. Вот у нас вертикаль. И вот здесь, где начинается каблук, опустить вот здесь вот. Вот это расстояние. Сейчас я покажу прямую линию. Вот это расстояние, в общем, да, товарищи. вот это расстояние. Вот расстояние, вот у Даши оно равно вот так вот. Камера возьмет сейчас. Вот оно. Сейчас мы его измерим, и я скажу, зачем я его измеряла. Даша, у тебя 4 сантиметра. Это замечательно. Запомните, милые девушки, чем меньше расстояние туфель, тем они более неудобные. Самое важное, самое важное, особенно вот если вы покупаете туфли на платформе, это расстояние должно быть не меньше 3 сантиметров. Если у вас расстояние 2,5, я вам сразу говорю, вы эти туфли носить не сможете. Это будет изломанная поверхность. Да, то есть вот это вот расстояние, вот бывает у нас танкетка, вот такая вот, да, и каблук еще вот такой. И вот это расстояние бывает 2,5 сантиметра. Это катастрофически даже опасное для ноги расстояние. Каблуки мы сейчас носим многие на платформе 13 сантиметров, 14. И если вы заказываете обувь онлайн, то вы можете заказать, конечно, одним кликом, можете выбирать долго из каталога, но лучше всего связаться с менеджером, и пусть он измерит вам это, потому что сейчас, в принципе, онлайн продавцы, у них это возможно. Ну, еще 3 совета. Обувь следует, если вы покупаете в магазине, покупать обувь на каблуке во второй половине дня. Почему? Потому что нога чуть-чуть отекает. Вот чтобы было, да. Следует примерка не так, чтобы забежали, быстренько померили, убежали. Нет. Обувь следует покупать не меньше 15 минут. 5 минут только ходить надо. 5-10 минут вы должны походить в обуви. Пусть на вас косо смотрят продавцы, учите их тоже этому. Потому что 2-3 минут, вот так вот, когда вы прошли от зеркала к зеркалу, недостаточно. Да. Надо обязательно, во-первых, это вам ходить, не продавцу, не магазину.
2-3 минуты этого мало, 5-10 минут вы должны почувствовать в этой обуви свою ногу. Походить, посидеть. Походить, Магазин. посидеть, да, магазин. Ну и, конечно, желательно, чтобы вы обращали, ну, если такие вот, допустим, крупная танкетка, желательно, чтобы подошва все-таки не была гладкая, чуть-чуть какая-то рифленость была. Обращать внимание, чтобы внутри стельки был небольшой супинатор на продольном съеме, не поперечном, а продольном, потому что это тоже удобство. Ну и, конечно, лучше всего обувь носить с последниками. Сейчас их множество есть и в интернете, и у нас на прилавках. Так что вам в путь. Вот совет, если вы прибегнете к нему и будете проверять свою обувь, я думаю, что ваши ножки будут всегда комфортны. Да, согласна, потому что обувь это все-таки инвестиция, и ее нужно как бы выбирать более тщательно и подбирать все-таки под гардероб и вообще под тех задания, которые у вас стоит. Да. Ну, спасибо, Маша и Бема, за потрясающие советы. А мы переходим к следующему сюжету. Мотивация. Как не забросить дело и сохранить интерес к этому делу, расскажет наш корреспондент Маргарита Макарова. Как часто мы зажигаемся идеей и решаемся ее воплотить. Делаем первые шаги, не сомневаясь в успехе, а затем приходит момент, когда вдруг желание угасает и все наши стремления уходят на второй план. Что же делать в таком случае? Мы, конечно же, с радостью подскажем, как поддерживать мотивацию каждый день. Первое. Держите идеи при себе. Не поддавайтесь искушению собрать кучу лайков за пост о своих намерениях в социальных сетях. Позитивный отклик заставляет наш мозг думать, что дело уже сделано, и вы достигли своей цели, а значит, незачем больше стараться. Так что оставляйте намерения при себе, ведь больше комментариев и лайков вы получите за пост о результатах. Второе. Планируйте свой день. Так вы сможете лучше расставить приоритеты и сократить список дел. Последнее является одним из самых важных пунктов. Ведь когда вы понимаете, что можете выполнить все, что есть в списке, то стресс и напряжение постепенно спадают, суета сходит на нет, а возможности, напротив, расширяются. Третий пункт. Будьте добры к себе и обязательно хвалите того человека, которого видите каждый день в зеркале. Старайтесь не сравнивать себя с другими. Как только перестанете это делать, то обретете внутреннюю свободу и, наконец-таки, сможете сконцентрироваться только на собственных достижениях. Четвертое. Разделите свою цель на этапы. Если вы не прогрессируете и не двигаетесь вперед, то рано или поздно вы забросите то или иное задание. Поэтому можно использовать серию небольших ежедневных, еженедельных и ежемесячных целей, выполняя которые у вас появится желание двигаться дальше. И последнее. Тренируйте силу воли. Это можно сделать простыми физическими упражнениями. 15 минут в день будет вполне достаточно. Также отложите свой смартфон. Все мы периодически отвлекаемся на проверку почты и кликаем уведомления от соцсетей. Так что ставьте телефон на беззвучный режим и с головой погружайтесь в работу. На этом все. Желаем вам продуктивных дней и чтобы все, что вы задумали, обязательно получилось. Итак, мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим об образе активной женщины 21 века. Вот, девочки, мы сейчас такое мини-сообщество, да, у нас среда, команда, слаженный коллектив. И сегодня именно многие женщины пытаются найти себя в различных кружках, союзах, сообществах. Кто-то открывает благотворительные фонды, да. Это сейчас прям стало очень популярно, вот как-то проявлять свою инициативу, именно участвуя в подобных мероприятиях различных, да. Но редко бывает, наверное, такое, что прям нашла, открыла в телефоне и думаешь: о, я именно к этой организации, вот хочу быть членом этого. У вас такое бывало? Ну, вообще, как бы социальная активность, она сейчас такая в тренде, как сейчас Да, говорят. в тренде. Ты тоже в тренде, Бим? Наверное, да. Ну вот как с точки зрения привыканием это тяжело. Для меня вот это тяжело. Быть в социальной группе, я вот всегда, для меня была проблема. Да? Проблема. Не знаю, Да, для вот меня как ты говоришь, я вот это мое и не мое, я очень долго, Моё хотя или не несмотря на то, моё? что я такая вся Смогу прям- или не смогу, да? да? Смогу, не смогу. Вот, Да. девочки, А как же ты же рэпер?
Вот так вот. А рэпер это индивидуально. Вот именно сегодня мы пригласили в студию к нам Анжелику Егоровну Андрееву. Она является председателем Союза женских организаций Якутии, членом Бюро Союза женщин России, а также Маргариту Михайловну Акимову. Маргарита Михайловна является членом правления Союза многодетных семей города Якутска. По специальности она у нас юрист. Здравствуйте. Маргарита Михайловна так Добрый красиво день. звучит. Маргарита Михайловна. Анжелика Егоровна, вот очень бы хотелось узнать, кто же такие, да, вот именно те самые активные женщины, которые входят в Союз женских организаций Якутии. Кто это? Ну, Союз женской организации – это такая организация, исторически сложившаяся, была создана еще в 1925 году. Да, уж, Когда такие же молодые девушки, как вы, им было всего лишь по 18-20 лет, и они собрались впервые в республике на первый съезд трудящихся женщин. О, И отстаивали... это как это? Социальный равенство. Да. И они отстаивали такие интересы, чтобы женщина работала наравне с мужчинами, чтобы не Мама было в дорогая. Якутии хамночитов. Они отстаивали такие интересы, чтобы дети вот от дифтерии не умирали. То есть такие глобальные вопросы Прививки, ты социальные, да, чтобы были прививки, чтобы отделили хатон от жилища. Вы представляете? Вау, Это было 93 года назад. Вот так. 94 А на года сегодняшний назад. Подожди, день. то получается, Сегодня хатон это от жилища женщины отделили. Да. Какие молодцы. Весь мир держится на женщинах, да? Да. И вы представляете, прошло каких-то 94 года, и сейчас женщины суперсовременные, и, можно сказать, даже немножко или даже немножко эмансипированные. Да. И поэтому мы сегодня объединяем, не как многие говорят, не женщин-феминисток ни в коем Да. случае. Мы объединяем настоящих женщин, матерей, общественниц, которые занимаются, пропагандируют материнство, здоровую семью. Вот Вообще, такие направления феминизм на работы. самом деле это как-то очень скучно. Да, это скучно. Вот а сколько примерно человек-то сегодня является? Союз женских организаций объединяет это 70 членов пленума. Если вместе с районными женсоветами брать, то у нас 515 человек, а в активе где-то 3000. С ума сойти. Как это огромная гордо звучит, да? Я являюсь членом женсовета. Да? Не какой-нибудь там группе в WhatsApp, да? Там женщины, там, не знаю, домохозяйки, а женсовет. Это очень даже как-то так... Совет женщин. Совет женщин, Можем да? что-нибудь посоветовать? Вот вы молодые, вы не помните, а в Советском Союзе это была практически общественно-государственная вот организация. Такого масштаба, которая, да? совершенно Вот активная ваша, членом вашего союза является Маргарита Михайловна Акимова. Маргарита у нас специализируется на отстаивании прав именно многодетных семей, Да. правильно? Да. Вот как вы стали, вот выбрали такую активную позицию? Ну, скорее всего, вы же не родились, наверное, с такой прям активной буду позицией, что защищать. я Как буду я защищать начала говорить и многодетных. начала отстаивать эту позицию. Да. Нет. Как вы к этому пришли? Ну, сначала мы вот в начале еще 2000-х, будучи еще как бы, ну, после окончания первого образования у меня, будучи студентками, там, ну, после отголоски 90-х очень тяжелые были, в начале 2000-х, да, студентками делали маленькие такие вклады в детский дом Берегиня, тогда он был на 202-м микрорайоне, да. дом малютки. Тогда им просто элементарно было тяжело вот с пеленками, с этими, мы скидывались и приносили с девочками. Ну, потом уже, когда со временем, ну, я тогда еще не была многодетной мамой, да, но я была индивидуальным предпринимателем, и, соответственно, еще у меня был только, ну, старшую дочку я родила, у меня только один А ребенок сейчас был. сколько уже? Сейчас уже 3 детей. Вау. Уже Я многодетные. приготовилась к такой. Цифры, да, какой-то? И, получается, там уже в Берегине мы уже, конечно, более существенные, такие Стали большие. уже. Да, ну и помимо этого, как бы, можно сказать, в меру того, что я еще юрист, там многие женщины приходили просто элементарно в юридически-правовом, финансовом плане. За консультацией, За да? консультацией, и, соответственно, они там, ну, действительно, бывали такие даже случаи, что женщины просто с детьми на улице оставались. Тогда еще не было фондов ТРЧ там или что-либо такого вообще не было. Это вот последние вот 6-7 лет это как бы более активизировалось. Девочки, я знаю, что бывали даже такие случаи вот на практике нашей гости, что она даже людей к себе домой приводила. Да, То есть- были такие вот, они промежутками на 2-3 месяца, пока вот, допустим, обустроятся, пока на работу устроятся или там по документации, поэтому я им одалживала как бы свое помещение, ну, допустим, там отпуск или мы уезжаем куда-то, вот действительно вот подошел и Какой у вас да. кредит доверия? Да, Вот уже. это. Да, и как бы уже, соответственно, потом меня пригласили в Союз многодетных семей, и потом уже
с более активной позицией уже Союза женщин, там женсоветы пошли, и очень много. Была какая-то такая Да. группа, по-моему, женсовет называлась, поющие. Недавно где-то на каких-то каналах стали. Да. Но у нас Журналы есть такие, Да. женсовет каждый Нет, ну, регион. смотрите, а раньше вот они более не активизированы Да, были. да, Мы да, сами да. группировались и сами это. сами А сейчас Маленькие они, кучки, да? да, маленькие кучки, но таких существенных вкладов не было. А Ну, сейчас как клубы люди, по интересам. да, люди сейчас стали более, можно сказать, добрее, что ли, и они более уже действительно проблемам стали уделять. А раньше не было такого. То есть да. раньше это была адресная какая-то помощь, да, допустим, Да, одному да, ребенку прийти да. помочь и так далее. А сейчас вы помогаете, то есть целыми, вот я знаю, Акции. да, акции проводите. Да, Сейчас большие акции, да. Там периодически, допустим, в квартал один раз обязательно делаем акции «Семья о семье». Там люди обмениваются вещами или вот это спонсорские я вещи, знаю. да. Это уже более 15 лет мы проводим. Да, вы что? То Так. есть это не обязательно должны быть новые вещи, да? это Не могут быть- обязательно, да. Бывает, что вот элементарно, даже я вот на своем просто Ой, мне надо опыте, много чего обменять. даже у всех бывают такие вещи. Вроде вещь в магазине понравилась, но не успели поносить, она с этикеткой также носится. Аналогично также вещи новорожденных, просто ребенок вырос. Да, не успевают. Да, Любой бывает. ребенок, Как да, и надарит, они как действительно, да. надарит. И вот очень они- хороший они опыт, чтобы приходят. вот их опыт распространить по республике, потому что они в городе этим занимаются, а в районах как бы, ну это идет, А в районах, информация кстати, идет. гораздо Нет, больше людей да. нуждаются. Последние Потому три что у года- них Конечно. магазинов не так, хотя есть, Да. конечно, но Выбора меньше. Да, выбора Дорого меньше же гораздо. там да, ещё. да. Нет, последние Там 3 главное года нужна они вот площадка, как бы точечно, залы, чтобы все туда пришли. точечно Да, так да. стали заниматься этим тоже и друг другу помогают. Ага. Очень хочется отметить, допустим, линию вот средних предпринимателей, да. Они именно вот, когда вот бывает, что мы еще делаем акции периодически зимой, потому что зимние каникулы длинные и летние каникулы длинные, дети в основном сидят дома. И когда ребенок в школе, как бы затраты на продуктов намного меньше. Элементарные вещи, да? Да. Кушают Да, много. да. Пока И, сидят дома. да, и вот получается, мы летом Дома организуем акции продуктовые корзины и зимой тоже. Но зимой не так часто, как летом, потому что зимой обычно они вот перед Новым годом или что-либо на нас выходят уже сами, как бы, потому что они уже знают, 15 лет, это уже не 1 год, как бы, да, и говорят, вот, Маргарита Михайловна, мы вот скинулись деньгами, хотим подготовить, нам дайте семей столько-то, столько-то. Сами приходят, Да, да? сами звонят, это мы им просто адреса даем, или это... Тот же Антон Васильев тоже, с ним тоже Ну, хорошо просто одиозная сотрудничаем. личность. Да, да. Все. Да, Всё время о он нем тоже, вспоминается. он, допустим, мне звонит, вот Маргарита такая-то семья, если это, вот это, можем скомплектовать что-либо, вот тоже То есть у элементарно. вас такой даже. даже обмен бывает, да? Ты Или мне- Да. я ему говорю, вот у меня сейчас нету возможности, Да. давай ты сбегай или у кого-нибудь спроси там или что-нибудь. Ага. Ну вот просто. И к нам сегодня приходила предприниматель Ольга Мурунова, да, и она сказала, найдите нам такую многодетную семью, мы хотим поставить бесплатно цептик. То есть, оказывается, есть предприятия, организации, Да. которые хотят заниматься Да. благотворительностью. Они вот замечательно. часто. И как раз, да, Туяна нашла вот семью, они вот многодетно строят дом, и им бесплатно поставят цепь. Вот как мир не без добрых А людей. вы знаете, Да. у меня такой вопрос. Они вот, очень сама отзывчивые задача, вернее так, смысл действия фонда, вы какую-то задачу себе ставите, или это многозадачная такая структура? Что конкретно? Вот у вас есть планы какие-то, как вы планируете год? Нет. У Нет, них смотрите, союз, это другая общественная организация, А а многодетных семей, у нас союз женских организаций. Мы организаций. объединяем все женские Все сообщества организации. республики, и больше идеологическое у нас То есть это работа. больше обмен опытом, Да, советы? развитие, Нет, ну, саморазвитие, не обязательно. самоорганизация. Бывает, что люди вот действительно идейные приходят, да, вот, в Союз женских организаций, идейные, и действительно хотят вот, ну, сделать что-то такое существенное, но безвозмездное, или вот движение какое-либо, вот, объединить молодых девушек, объединить молодых мамочек, ну, у всех свои интересы. Социальные А Союз проекты. женских организаций, он именно как бы их продвигает, именно вот, грубо говоря, собраться мыслями, с той же точки, вот с юридической точки, допустим, как зарегистрироваться, где кого Да, чего да, да, спросить, допустим, я проконсультирую. Анжелика Андреевна скажет, вот, допустим, Егоровна, допустим, соберите столько-то, так-то, так. Ну, основные азы, чтобы именно скооперироваться и Ну, с пути. чего вот, да, начать? функции, цели им озадачиваешь, и они уже начинают действовать. И, соответственно, организации становятся больше и шире. Сообщество. Сообщество, То есть Да. А как правовые вам попасть? вопросы и такие вопросы юридического Да. характера еще. Попасть Там нам очень очень разно, легко да. в Союз Ага. женских организаций. Мы находимся на Курашова, 24. Вот нам Это вот недавно- красивое здание это? Да, Да. красивое Общественный здание. Общественный центр. центр, Красивое да. здание. И нам вот впервые в жизни дали кабинет. Ура! 405-й кабинет. Все в шариках, Да. все в цветочках. Практически, да.
И хорошо. буквально с марта месяца мы там работаем. К нам приезжает очень много женщин с районов, с города Якутска. Самое главное, чтобы были интересные проекты, которые можно реализовать в жизнь, и вот мы им помогаем это Помогаете. реализовывать. А с точки зрения поиска спонсоров вы помогаете, допустим, посоветовать их? Ну, конечно, можно, да, если это бывают интересный такие, проект, да, то да. взаимовыгодный. Главное была какие-то. идея, Да. что приди с идеей, Да. как помочь людям, а тебе Да, да, да. помогут и все это оформить грамотно. И все. Да, Маша, ничего. видишь, Маша начинает думать. Да, об да, этом. да, у меня кипит мозг. Анжелика Егоровна, а подскажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что вы проводите очень много там форумов, семинаров и выездных, да? Да. То есть вы обмениваетесь опытом не только женщинами на территории республики, но и за ее пределами. Да, совершенно верно. Вот буквально в прошлом году я участвовала в Евразийском женском форуме. И от Республики Саха-Якутия нас было только двое. Это проходило в Санкт-Петербурге под патронатом Матвиенко Валентины Ивановны. Вы все ее прекрасно знаете, да? Сенатора Совета Федерации и спикера. И как раз я была, и с Нирингой тоже была женщина-предприниматель Валентина Кузнецова. И вместе с ней мы принимали участие. Там была шикарная площадка. Из 120 стран мира приехали женщины. Они тоже и общественницы, и активистки, и депутаты. Центр таких Да, да, и женщин мира. Центр женщин мира. Сам Владимир Владимирович Путин принял участие. Мы лично с ним общались. И это говорит о том, что сегодня обязательно миру нужны вот эти женские Да. сообщества, чтобы в мире был мир. И там как раз женщины выступали, начиная от таких вот злободневных вопросов, которые мы сейчас обсуждали, да, до глобальных, да, что обязательно нужно Да, содружество. женщины воюют. И потом, значит, буквально недавно тоже мы съездили на форум в апреле месяце, уже дальневосточный форум женщин. Он проводился впервые, проводил Союз женщин России для женщин Дальнего Востока. И съехали все регионы Дальнего Востока, вы все знаете, да, и плюс к нам присоединилась Щетинская область, да, Забайкальский край и Улан-Удэ, Бурятия, Бурятия. тоже стали Дальневосточным федеральным округом. И приняли участие более 3000 женщин. И обсуждали как раз все социальные проблемы. Например, Путин же нам уже поставил такие конкретные задачи. Именно социальные проблемы мы можем решить только совместно с женским сообществом, только вместе с нами. И мы такие национальные проекты сейчас у нас в Российской Федерации, как демография, здравоохранение, образование, культура, экология. Вот эти 5 проектов, да? И все думают, о, это какие-то проекты на каком-то там высоком уровне, обсуждают документы. А это же не так. Демография – это вот семья, многодетная семья. Как будут дети, да, рождаемость детей. Если мы берем, допустим, образование, как наши дети будут получать качественное образование в детском саду, в школе. Это все национальный проект. И вот наша задача Союза женской организации – объяснить вот каждой мамочке, каждой семье, что это такое. Если берем, допустим, культуру, мы же все ходим и в библиотеку, и в театр, да, уровень услуг, Да, допустим, да, да. Если мы берем экологию, это вообще как бы каждый, да, начинается экология с собственного двора, собственного. Ну, это просто, да, это вот чиновничный язык, я его Да, так называю. Он, да. конечно, сухой, Да, понятно. да. только- Пугающий, Да, пугающий. Пугающий. Вот Да, что-то может быть, далеко, конечно, как это будто такая кажется. очень хорошая миссия разъяснять вот эти вот законы, вот. Простым постановления, языком. это Совершенно верно. изумительные вещи. Да. Даже, может быть, где-то на уровне, вот мы, кстати, обсуждали в какой-то передаче, чтобы Да. юридическую грамотность вот на таком уровне, на уровне семьи вводили в школах. Вот Да, совершенно. да. Потому что Верно. дети многие, даже тот же и их правовой статус ребенка, чтобы был понятен, тоже можно было бы, конечно. это сделать. Анжелика Егоровна, у нас грядет скоро форум 8-9 число. Вот совершенно расскажите, верно. что за форум Да. нас ждет? И, может быть, наши телезрительницы Да, прямо мы сейчас приглашаем активно. всех телезрителей, мы приглашаем всех женщин, кому неравнодушна вообще наша жизнь, не только в нашей республике, но и на международном уровне. Мы будем проводить онлайн и офлайн, то есть реально. У нас будет проходить форум 8-9 июня в городе Якутске. Мы место обязательно сообщим. И буквально сегодня мы тоже общались с нашими соорганизаторами. Это, вы, наверное, знаете, международная площадка, интернет-онлайн. Это Бунтар, кажется, они называются, да? И вот мы, да, и Бунтар, да, и мы вот вместе с ним будем работать, и туда входят почти 17 стран, вся Россия, наша республика. И будут у нас спикеры, и по 4 направлениям у нас будут очень интересные секции, ну, как бы, эти переговорные площадки. Первое, это, допустим, успешная мама, семья и карьера. Вот Туда так. придут очень опытные, да, спикеры, семьи, мамочки, отцы и будут рассказывать. Также у нас будет секция «Женщины в мировом пространстве». Туда тоже придут сами женщины, которые участвуют в международных проектах, придут семьи, которые сами путешествуют по миру, да, можно самостоятельно со своими детьми путешествовать, то есть на международном уровне. Также у нас будет очень актуальная секция, называется «Женщина и цифровая экономика».
экономика. Вот Что такое цифровая экономика? Нам кажется тоже, что это такое Тоже что-то далекое, да? иллюзорное. А это элементарно тот же WhatsApp, интернет, потом вот эти все госуслуги сейчас у нас электронные, да? И как нам вот, даже если мы не хотим, мир развивается, и мы развиваемся. Об этом расскажут наши спикеры. И четвертая наша секция – это у нас здоровье, красота, здоровье – залог красоты. Ну, конечно, Это как же, без конечно, этого, да? как без этого? Вот Это, да, мы знаем, что предыдущее. это вот касаемо форумов. А Маргарита Михайловна проводит очень много акций различных, да? И одной из акций является, вы переделываете из старых вещей, даете вторую жизнь, да, этим вещам. Мы сегодня принесли к нам в студию вот две вещи. Расскажите, что это такое, из чего вы это У нас сделали? есть... Это почти мои лайфхаки. Нет, Да, Да. есть, подходите, посмотрим. есть Минуточка проект осталась, да? «Чистая среда» называется, и там одна из веток – это мастер переделки. Вот та же самая акция, допустим, «Семья семье», они вещи переносят. Вот это, допустим, это был плед шерстяной, это деревенская шерсть, можете потрогать, очень приятная, натуральная шерсть, она прямо шерстью пахнет. То есть из Мы этого её- пледа сделали Да. кардиган. Ой, здорово, кардиган. И распустили его. И смотрите, здесь рисунки идут араны, да, но они все разные. Здорово. Араны А разные. платье из чего переделали? И вот, смотрите. Да, Тоже. действительно. Они все разные, да? И как бы в магазине Платье. такое не купишь. И шерсть, Точно. соответственно, Знаем, она в сама Америке. по Но себе... очень она эффектно смотрится, эта вещь. Да, она А платье? дорогая. Что это? Да. А платье это из двух вещей. Это было платье выпускное моей младшей дочери. И остальные я еще шила на заказ. Просто, ну, вот они просили тоже на выпускное. У нас было очень большое парчевое платье, длинное. Мы эту парчу, грубо говоря, на 15 детей там по кусочкам переделали и переэтовали. Ну, а вот эти вот платья, у кого-то там от свадебного там. То есть или у- можно из двух платьев взрослой женщины Да. сделать 15 выпускных платьев? Да, для да, девочек. да. Вот это вот хендмейд все мамы сами делали. Здорово. И подклад простые Здорово. ситцевые Вот Бема даже подклады. одела ваш Всё. кардиган. Да. И как бы все мамы были удовлетворены. Как здорово. Ну И все сэкономили, грубо говоря, по 5000. Отлично. Ну что, мы, конечно, благодарим вас за то, что посетили город женщин, потому что, мне кажется, это конкретное место для таких женщин, как вы, побывать вот в этом городе. Дай бог вам процветания, благодарных людей и, конечно же, дай бог, чтобы вот идейных женщин появлялось все больше и больше, а вы, конечно же, их поддержите. Дорогие друзья, напоминаем вам, если хотите вступить в ряды Союза женских организаций Якутии, вам в этом поможет Анжелика Егоровна. А если вы являетесь многодетной семьей, у вас есть вопросы по юриспруденции, да, возможно, есть, вы нуждаетесь в чем-то, да, можете связаться с Маргаритой Михайловной Акимовой, либо найти контакты наших гостей через наши социальные страницы. И информацию все видите вы прямо сейчас на экране. Мир не без добрых людей. Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, вам помогут вот такие замечательные женщины, каких в нашей республике очень много, верно? Как выясняется, да. Да, А, значит, кстати, все-таки... общее количество, так сказать, вступивших в ваше сообщество, вы можете? 3000. Вот именно, это вы говорили не Это только форума у нас здесь. в республике, да? Да. Вау. Члены Здорово. Союза Члены женских Союза организаций. Вот так Да, вот. не забывайте, вы находитесь в общественном центре, в кабинете номер 405. Хорошо, вот, красивое здание. Все активные женщины в 405 кабинет. Ну что, а сейчас мы прерываемся на небольшую рекламную паузу. Сразу после нее у нас в студии будет очень активная девушка, которая поражает энергетикой уже сейчас, находясь за вот нашей Просто камерами. студией. Мы ее чувствуем, ее прям импульс уже практически вот здесь на диванчиках. Поэтому оставайтесь с нами. Город женщин будет сразу после рекламной паузы. Итак, мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы говорим об активных женщинах. Вот в прямом и в переносном смысле этого слова, да? Сейчас в нашей студии появится телезрительница, которая прям мечтала побывать на эфире и поделиться вот своей энергетикой. Я с ней познакомилась буквально на днях, и она меня просто поразила. И хочу, чтобы вы тоже познакомились с ней. Встречаем Наталья Будяк. Наталья, добро пожаловать в город женщин. Вот она красота. Блестящая Наташа. Наталья у нас является, во-первых, она у нас фитнес-инструктор, она у нас визажист, Платье она, русалки. она еще блогер, а еще она просто красавица, умница И вот- комсомолка. и комсомолка Да, практически. можно я только дополню? Смотрите, вот я сейчас у нас хотя день в Якутске, но сегодня я в таком вот золотом платье вечернем,
Просто у меня такое с утра было настроение, и я вот захотела вызывать у вас только улыбки и сиять. Так что тоже одевайтесь по настроению, и все у вас будет замечательно. То есть вечернее платье можно надеть и утром, Я тут правильно? хотела- Да, все верно. А вы можете им обменяться, допустим? Ой, это мы поговорим после программы. Из вашего платья выйдет Да. примерно 15. 15 детских платьев. Наталья, Хорошо. расскажи, пожалуйста, вот немножко пару слов о себе. Пусть телезрители познакомятся с тобой. Ну, меня зовут Наталья Будяк, я фитнес-тренер. Помимо фитнеса, также у меня есть диплом визажиста. Вот, и я очень активно, придерживаюсь активной жизненной позиции и считаю, что нужно себя реализовывать везде. Ну вот, ты являешься примером реализации разнопланового, да? Но такого это еще, характера. это еще не точно. Может быть, я еще что-то захочу, А кем какую-то мечтала стать в специальность. детстве? Ой, в детстве я очень мечтала стать актрисой. Актрисой. Ну, Да. ты уже Я брала наполовину- микрофон дома. Мгм. И, ну, не микрофон, правда, это было, Наверно, допустим, пульт от телевизора. Ну, это И пультом включала все музыку, пользовались, да. музыку, да, и начинала петь и танцевать. Отлично. А самая любимая песня какая была под пульт? «Миллион алых роз». Вот я кто хотел сказать, Наталья «Миллион Пугачева. алых роз», да. Вот, Наталья, вот я посмотрела немножечко на твои социальные сети, там творится что-то нечто, там столько эмоций, там такие шутки, ты очень активна, очень позитивна. Откуда берешь вот эту энергию всю? Откуда беру? Наверное, изнутри, я не знаю. Мне просто рада делиться эмоциями позитивными. И знаете, вдохновляет, кстати, меня то, что я получаю обратную связь. Когда мне говорят, что Наташа, вот спасибо тебе за такое настроение. Я понимаю, что когда мой клиент даже уходит с настроением позитивным от меня, вот для твои. это для меня действительно подарок. И я это очень ценю. Хорошо, 3 пункта успешной девушки, на твой взгляд. 3 секрета успеха от Будяк, я бы так назвала. 3 секрета успеха Да. от Будяк. Давай. Ну, первый я уже сказала, да, что нужно, если, допустим, интересно несколько сфер, то реализовывать себя в несколько сферах, почему бы и нет. Второе – это быть собой, потому что искренность, она в любом случае будет на первом месте. Вот. И третий пункт – это если чего-то очень хотеть, то если даже не получится в первый раз, то это получится в 101 раз. Поэтому я сегодня здесь. Последнее с моим совпадает. У меня такое. Ну и да, очень сегодня, я приятно. знаю, ты поделишься с Да, нами вот там вот у нас рецептом. кот в мешке, вернее, или я не знаю, кто-то, рояль в кустах, кот в мешке, у нас на столе там что-то Наташа приготовила. Да, конечно, пойдемте. Вернее, ему не приготовила, мы сейчас будем готовить, я ей буду помогать. И еще, знаете, у меня как раз очень сейчас пришла в голову такая фраза. Вот спрашивает молодой человек у девушки, скажи, а ты умеешь готовить? Она говорит, ну да, конечно, я красиво режу колбасу. Так что давайте. Наташа, платье русалки надо прикрыть. Да, мы одеваем фартук обязательно. На меня не хватило? Можно попросить вас помочь? Мария? Конечно. Вы так хорошо сработались уже там, слушайте, друг другу помогают они там, да? Наташ, что будем готовить? Так, мы будем готовить, Даша, бутерброды, ПП-бутерброды за 5 минут. Так как у нас Засекайте девушки, время. женщины очень активны, у них нет времени, поэтому будем делать быстро. Так, Что мне резать? Маш, да, мне нужна Я сегодня помощь. кухонный комбайн. Так, смотри, значит, что нужно делать? Нужно порезать сейчас яйца. Так, А как мы их режем? Кубиками, ломтиками, нет, мы их половинками? режем просто пополам. Пополам, Сначала, пополам. потом еще На четвертинки. на четвертинки, да. А я пока возьму хлебец. Что это за хлебцы? А, Это Так, хлебцы, смотрите, вот это вот, по-моему, хотя вот тут утруби. могла бы быть реклама, ну ладно. нельзя, Либо мы хлебец, да, бездрожжевой, либо просто хлеб, тоже без пшеничной Просто муки. хлеб. Да. Без пшеничной Главное, да, бездрожжевой. Бездрожжевой, просто хлеб. Ты уже порезала? Вот у меня 8 кусочков яиц. Ага, Я там мне очень нужна- быстро режу. Ну ты вообще А прям это молодец, что? даже я. Так, теперь мы берем Вот я брынзу, как-то тоже? сыр, да, брынзу как-то и... я пробовала есть такие хлебцы, но они ж безвкусные. Вот Даша, сейчас будет есть. яйца. Ты когда голодный, Ты попробуешь ешь, и тебе этот кажется, что это торт. хлебец, и тебе прямо... Ты потом скажешь, какой. Да? Конечно. А чё- Это сыр что? творожный, я так понимаю, да? Это сыр брынза. Вау. Так, вот я А вы намазала. можете побольше бутербродов нам взять? Ну, конечно, мы все это Даша делаем. сказала, что хлеб безвкусный. Я не согласна. Так, я теперь согласна, очень лист есть. салата.
А ты всегда питаешься правильно, да? Обязательно. Да. Это уже в моей крови. Да. Так что обязательно. Что делаем? Кладем просто, да? Да, кладем лист салата. Мне уже нравится. А у тебя в крови Потом что сверху Еще Я- яйцо? А. да, и дальше? Точно яйца. ПП? 50 на 50? Так, а я сверху положу курицу. Мне нужно будет. Еще и курица? есть? Да, у нас одни бутерброды Наверное, будут с куриное яйцами, мясо, а да? другие, да, это куриная грудка. Мгм. Только Потому со что если мы положим специями. сверху курицу, она будет Просто туда. курица без специй это вообще. Так, Хотя на самом деле очень много я уже рецептов положила. Это вот правильных. это у меня уже готовый бутерброд или нет? Так, и еще огурец нужно порезать. Огурец, Какой, это тоже я. какой насыщенный бутерброд. Мне кажется, там уже и не важно, какого вкуса хлеб. Там Там столько- уже можно без хлеба Вот, возить. Да, вот, там да. столько ингредиентов: и яйцо, и курочка, и огурчик, Так, и салатик, и и специи. сыр. Ой, девочки, ну Так, вот готовьте, сюда готовьте. можно положить. Вот у меня готовый бутерброд. И сверху можно кунжутными семечками посыпать. Вот у меня называется яйца на огурце. Ну, очень даже стоп, симпатично. стоп. И сверху я посыпала кунжутом. Да, и вот второй. Тоже посыпаем. Поставьте рядом, они друзья. Да, это друзья. Ну что, Это яйца, а это куриное мясо, они друзья. да, Наталья Будяк поделилась секретом изготовления бутербродов за 5 минут. Самое главное. меньше. Да, Даже 4 меньше, минуты. кстати, не 5 А 3, минут. 3,5. 3,5 минуты ПП бутерброды готовы. Возвращайтесь к нам. Наталья, Можно я яйцо съем? Да можно все скушать. Тащи Но оставим бутерброды. девочкам, но оставим девочкам. Маша не уйдет, да, оттуда. Наталья, ну вот если Ой. все-таки мы поговорим о твоей вот повседневной деятельности, да, ты Я разумею. являешься фитнес-инструктором, Мгм. да? В прошлом ты была визажистом, Так. да. Вот скажи, тебя вот кидает с индустрии красоты, потом в спорт, в детстве ты пела, да? Актрисой Актриса я мечтала. Актриса мечтала быть, да? То есть это вообще разные, да, такие плоскости. Как ты думаешь, когда ты вот все-таки найдешь себя? Или у тебя вот... А почему ты думаешь, что она не нашла себя? Ну, она говорит, что она еще хочет чего-то нового. Ну, я не отрицаю этого, а так фитнес и макияж, Макияж. ПП, да, тренировки, все это будет. Хорошо, что Всё а пульт потерян или просто он, так сказать, в будущем? Или поешь? Или поешь? Нет, я так любитель петь, но что-то большего. Нет, да? Значит, пульта нет. А подождите, может, она А у нас актрисой есть будет. микрофон, кстати. Ну, так, Настоящий. только так, если для фото, а так Для же, фото. ну, Наталья, а вот ты назвала вот 3 момента, которых ты считаешь должна придерживаться каждая женщина для того, чтобы быть вот успешной и активной. А чего, как ты думаешь, нельзя, ни в коем случае нельзя делать девушке? Вот интересно, с твоей точки зрения. У тебя ну, очень креативное мышление такое. ну, первое, это, конечно, я бы сказала, не наедаться после 6. Кушать, но не наедаться. Все, убиты мои мечты. Хотела сказать Я другое тоже слово, реализовала но себя. главное не Обжираться, наедаться, не жрать. Не жрать. Не да? жрать. Ну, Это же главный девиз фитнес-инструктора. Да, это не жрать. фитнес-инструктор. Да мы уже слышали это, ты не волнуйся. И еще. Дальше второй пункт, тоже немаловажный, не обращать внимания на хейтеров. Если вам плюют в спину, то у вас там просто ячмень, наверное. Так что делайте то, что нравится, и То есть не надо обращать Но все равно внимание. не да? жрать негатив. после 6. видите, я же говорю, Это если уже не настроение такое было сегодня одеть, вот я пришла, видите, вот днем в таком платье вечернем. Не, на самом деле вечернее платье очень хорошо интегрируется в повседневный гардероб. Если был, допустим, сверху объемный пиджак, то это было Или бы, в тот же самый принципе, кардиган. да. Бема может так одеваться. Она Да. у нас... Я тоже только за. Стилист, Да, мне очень даже нравится это. В следующий раз учту. Моей дочери очень понравится. Она, я думаю, где-то там сидит и говорит: Наталья, ну а третий пункт? Ну а третий-то пункт, подождите, третий да-да-да. пункт, да, тоже немаловажно. Это если, допустим, какая-то у нас, ну у всех у нас, да, бывает, что там не клеится и так далее. Главное, не депрессовать, не впадать в такое состояние, что все плохо, ничего не получается. Просто гнать от себя. Ну, гнать это, конечно. просто я сказала. гнать. Просто И больше ничего не говори. Просто гнать. Просто гнать от себя действительно какие-то мысли отрицательные, что ли, и жить на позитиве. Значит, не жрать,
плевать на хейтеров, Да. гнать. Не обращать внимания и не на депрессовать. хейтеров. И И негде не прессовать. прессовать. Наташенька, спасибо большое. А вот скажи, ты вот выросла в семье, там вот у тебя много, наверное, было вокруг тебя братьев, сестер, да, такая активная большая семья, и оттуда вот эта энергетика бешеная. Или ты сама в Или ты из себе ее цветка появилась? разработала как-то? На самом деле нет, у нас, у меня только сестра одна. Такая же? Нет, она очень вообще противоположная, абсолютная противоположность меня. Вот, и ну, в семье у нас все были спокойные. Спокойной. То есть вся энергетика ушла в тебя. И родилась у нас Наташа, да? Земных толчков не было, когда ты рождалась? Нет, самое интересное, что я в школе была совсем другая, я была очень скромная. Да, ты Да. что? Сейчас, наверное, одноклассники Это, смотрят, наверное, «Боже, это я уехала, нет, слушайте, это я уехала в университет, когда закончила школу, уехала в университет, и, наверное, у меня там открылось какое-то, я не Чакры? знаю. Третий глаз. Наверное, да. А где ты училась? Обычно он всегда Я- открывается, когда А, уезжаешь из образование, дома. образование-то у меня, я училась в Иркутском госуниверситете. На кого? Факультет рекламы и туризма. Ну так ну это ну нормально. вот Так там что и открылись реклама, все видимо, в моей чакры. крови была. Это нормально. Вот Рекламщики где все должны чакры-то твои открылись, да, Наташа? быть. Чакры. Точно, я забыла это слово. Да-да-да. Третий глаз и чакры, точно. А скажи, пожалуйста, вот ты у нас сегодня фитнес-инструктор, да, у тебя идеальная практически фигура, да, вот я прям Практически, стою, ну практически. но я прям стою, смотрю и думаю, откуда такие формы? Это все-таки от природы? Родное? Да, или это ты себе, вот, грубо говоря, наработала? в Или своем ты на себе- фитнес-зале? Или ты из клиники вышла. Покажи, ну ставь. Давай так, красота силикон, какая. спорт или природа? Да. Да. Это природа. Первое Плюс всё силикон и равно. спорт, да? Нет, силикон мы убираем, оставляем природу и спорт. Спорт это как, наверное, Вот ну, у тебя прям песочные часы. Да, песочные часы. Реально. Ой, Да. ну спасибо. Ой, вся блестит Еще красота. главное вот это, ну я говорю, русалка, русалка. Садись, Наташа. Ариэль, да? Да, Ариэль, я опять забыла Ну, это и имя. волосы, и волосы как раз. Да, как раз Ариэль. В образе, да? Сейчас крабик выскочит. Наташа, а вот мечта у тебя на сегодняшний день, есть ли какая-то вот заветная мечта, я не знаю, побывать в Париже, к примеру, я не знаю, Ой, Париж прыгнуть- очень серый город. прыгнуть Да, с может, высотки, с может, она какой-нибудь, хочет я не стать знаю, там, многодетной с тарзанки. Может, хочет стать многодетной мамой, вот как наши до этого гости были. Моя мечта, ну это, конечно, я бы хотела путешествовать, это наверное, банально и тривиально, но на данный момент моя мечта это работать на телевидении. Вот так вот. Ну и сегодня твоя мечта сбылась хотя бы на маленькую Да. долю, и ты попала на телевидение. Ну и, конечно, благодаря именно своей энергетике, потрясающей своим вот этим, знаешь, ну прям позитивом, Харизма. которая, да, харизма. Вот харизматичный человек Наташенька у нас. Ну что, спасибо тебе большое, желаем тебе успехов. Надеемся, скоро ты станешь, пополнишь ряды наших коллег. Сейчас, может быть, еще скажем спасибо за бутерброды, когда их Сейчас поедим. Ну, пойдем нам только кушать. нужно их доделать еще. Всем. Там еще что-то нужно? Ну да, ну мы еще всем, да, у нас же да. много. Вот так вот. Наташа, добрая душа, Всем принесла очень бутерброды добрая. на всю студию. Поэтому мы сейчас должны немножко прерваться. На А рекламу. потом у нас будут итоги Марии. Ну и еще у нас рубрика «Бемы». Оставайтесь с Все, нами. всем пока. А что же такое базовый гардероб и из чего он состоит, мы узнаем в следующем сюжете. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы обсудим с вами очень интересную тему, которая является сейчас популярной. Базовый гардероб. И в данном случае именно базовый костюм. Что это за прелесть такая, как ее носить, с чем сочетать именно этим летом? Смотрим. Главными трендами сезона являются яркие костюмы. Это может быть клетка, это может быть стиль сафари или очень актуальный нынче пижамный стиль. Ваш костюм должен быть выполнен из качественных материалов, для того, чтобы он мог прослужить вам долго и быть основой в вашем гардеробе. Можем посмотреть на такой замечательный пример базового костюма. Во-первых, он является совершенно гладким, без лишней фурнитуры. А также здесь такой интересный бежевый цвет, который не имеет привязки к стилистике. Такого рода костюмы вы можете сочетать с чем угодно, подбирая разные яркие и интересные аксессуары. Например, костюм вы можете носить также и со спортивным стилем, то есть с кедами или с кроссовками. Это будет смотреться интересным решением. Если ваш костюм достаточно праздничный, вы можете нивелировать эту нарядность простой белой базовой футболкой. Это будет смотреться интересно. Или дополнить белую рубашку. Возможно, вы выберете какую-нибудь интересную шифоновую блузку, и тогда ваш костюм заиграет уже иначе. Тогда вы сможете подобрать уже более классическую обувь, например,
лодочки бежевого цвета. Белый минимализм является одним из трендов, и в костюмах он смотрится особенно интересно. Белый костюм когда-то, наверное, носили всего лишь на свадьбы, а сейчас его можно носить и в городском стиле. Выбирайте кеды, кроссовки, возможно, туфли, контрастирующие черные, будет смотреться очень красиво, элегантно и женственно. Продолжая тему трендов, хочется отметить тренд на сафари, один из интересных представителей утилитарного стиля. Обратите внимание на данный костюм, который также можно носить в различных сочетаниях. Я предлагаю дополнить данный комплект палантином на голову, возможно, или же какой-нибудь интересной шляпой канатье из соломы. Также сюда отлично подойдут босоножки на танкетке, кроссовки, кеды и обувь на плоском ходу. Пижамный стиль также сейчас является одним из актуальных. Когда вы подбираете себе костюм в данном стиле, главное не переборщить с аксессуарами, чтобы не выглядело это очень странно. Дополните пижамный костюм босоножками на каблуке или изящными туфлями. Возможно, это будут даже кроссовки, но выглядеть это в любом случае будет стильно. Очень важно не переборщить в данном образе, и будет хорошо. Дополняйте это хорошими качественными сумками, которые держат форму, и тогда ваш костюм будет выглядеть великолепно. Костюм у каждой девушки свой. Все зависит от вашего образа жизни и личных предпочтений. Кто-то любит монотонные цвета, кто-то любит яркие оттенки и быть в центре внимания. Но помните, что бы вы ни выбрали, эта вещь должна подчеркивать вашу индивидуальность и продолжать вас как личность. Поэтому, если вам нравится спортивный и активный образ жизни, носите костюм с кроссовками. Если же вам нравятся более женственные силуэты, носите его с босоножками, с сандалями или, возможно, с туфлями на каблуке. В гардеробе каждой девушки должны быть базовые вещи, это однозначно. Но помните, что в первую очередь вы должны слушать только себя. До скорой встречи! После такого замечательного сюжета мы просто обязаны перейти на следующую рубрику про образ. Привет! Давайте сегодня разберем такую очень загадочную тему, которая называется «Типы фигур». Уже где-то 2-3 минуты назад мы упоминали, что у Натальи, нашей гости, фигуры песочные часы. Да, прям активные песочные часы, прям очень клевая фигура, красивая. Но на самом деле очень сложная фигура в плане того, чтобы носить вещи, потому что весь масс-маркет, вся одежда на самом деле шьется для прямоугольников. А еще песочные часы очень тщательно нужно подбирать раздельную одежду, то есть, которая делит вещи пополам. Да. Но самое главное, конечно же, в песочные часы это все-таки невероятно узкая талия, большая грудь, большая попа. Это классно. Давайте посмотрим, какие же все-таки идеальные пропорции у человека, они индивидуальные. Смотрите, вот есть определенный идеальный рост, это примерно 8 ваших голов. То есть... Ну, это ты берешь рост большой, 7 же обычно. Ну, 8 обычно это вот идеалити. 7 это не критично, нормально, все хорошо. Типа такой, то есть 7-8 голов ваших личных, примерно ваш идеальный рост, да? Это вот так надо отметить, смотрите, это вот вы когда стоите, вот это расстояние, вот это. Если вы на фотографии себя разделите, вот это будет ваш как раз... Идеальный рост, да. То есть если чуть-чуть не хватает, то можно как бы увеличить при помощи каблучков. То есть есть там дальше еще идеальные пропорции там определенных частей, то есть туловище с ногами, ну это тоже очень интересно. Типы фигур, это на самом деле очень интересная тема. Это вот их на самом деле существует, вот сколько их там, 5. Это перевернутый треугольник, то есть это плавчиха, можно сказать, да, прямоугольник. Вот 80% одежды сшито вот на прямоугольник. Круг – это когда ножки тоненькие, запястья тоненькие, а животик такой кругленький. Треугольник перевернутый, ну, обычный треугольник – это у нас получается тип груша. И песочные часы, к чему мы все должны стремиться. То есть вся одежда при помощи ремней и еще что-то стремится вот к песочным часам. Да, а кто я? Прямоугольник? Нет, ты, наверное, маленькие песочные часы.
не считая района здесь где-то, да? Но если вдохнуть, то я маленькие песочные часы. Сядь, да? прибедняйся. Да. На комплименты нарываешься, Да, да. конечно, Не да. говори. Нет, я просто думала, Ну, думала, вот с которой за ужиная сюда, как это называлось? Нет, Привет. это спортивная Плавчиха? фигура. Нет. Вообще-то спортивная фигура. Это Трапециевидная спортивная еще и называют. фигура. Или треугольник. Давайте вот, наверное, визуально это будет, наверное, Скарлетт Йоханссон. Это вот вот у неё песочные совершенно верно, у неё часы, песочные часы, 100%. Невероятно красивая фигура. И если вы, допустим, чтобы ассоциироваться, вот это Скарлетт Йоханссон. Ну, для А. женщин постарше поколением это Софи Лорен. Да, да. Лола Бриджит. Бема, а в этом случае нужно постоянно ремешки одевать или не надо? Уже и так достаточно? Ну, и так Подчеркивать? достаточно можно, но не обязательно. То есть Да. не нужно, как бы, если сильно подчеркивать талию, то получится, то есть акцент на талии и так она, как бы, Да, да, сильная. есть, да, она сильная. То, мне кажется, лучше делать акцент на другие вещи, да. Давайте посмотрим груша. Кто Давайте же у нас посмотрим груша, да. Груша это Дженнифер Лопес. Маленькая грудь, небольшая грудь, Небольшая грудь, большие бедра, большие бедра. объемные ягодицы. Это вот как раз. Да, да, это то есть груша. это основной упор переходит у них как бы на нижнюю часть, и не стоит там подчеркивать. То есть у вас чуть-чуть должно быть все выше, и, допустим, рукава, вот когда даже на пиджаках, на блузках, желательно, Покороче. чтобы они не были вот на уровне бедер, а чуть выше, то есть это все должно быть... Коротенькая, да, двигаться, коротенькая. Хорошо, Это, дальше. кстати, афроамериканская и латиноамериканская фигура, как Да, правило. да. В нашем случае это получается, допустим, представители, допустим, Кавказа. Да. Вот У них они тоже яркие. очень маленькая грудь ценится Да, и крупные прям бедра. такие прям крупные бедра. Это очень красивая фигура, на самом деле, вот прям супер женственная. Переходим к яблоку. Переходим к яблоку. Яблоко это, знаете, вот такой вот интересный тип фигуры. Я думаю, что у нас вот в республике Озгур. очень распространенная фигура. Когда тоненькие, нежные, маленькие ножки, худенькие, запястья, плечи, все маленько, а вот талия не выраженная. То есть это не значит, что огромный пивной живот, да? То есть это просто невыраженная талия. Яблоко. Яблоко, да. То есть можно- Или есть какие-то такие вот... Это состояние из часов можно перейти в яблоко, правильно? Нет, это из состояния, наверное, прямоугольника очень легко перейти в яблоко. Все понятно. То есть Нет, ты не если- забывай дальше, что песочные часы, это, как правило, все-таки генетика. Генетика. Чаще. Генетика, это она все туда уходит вниз, собирается и все. Яблоко это все-таки, наверное, такие вещи, как... Переедание. Жрать на ночь. Нет, то есть нужно все-таки акценты делать именно на ваши самые главные части тела, которые акцентные. То есть это плечи, руки, тонкие ножки, Ножки то есть там, какие-то хорошо. такие вещи, да? Дальше. Давайте посмотрим прямоугольник. Прямоугольник это 80% масс-маркета сделано для него, потому это что это модели, легко, это, как да. правило, модели. Это, Хотя как говорят, что правило, 80-90, модели, да. На самом деле. На самом деле нет, потому что с прямоугольником одеждой можно делать все, что угодно. То есть можно ремнем, там еще что-то сделать. То есть Отсутствие это такие отсутствие выточек и такие вещи. Пресловутый оверсайз это тоже по прямоугольнике. Ну, в принципе, все, наверное. И последний это плавчиха. V-образный тип, да, то есть когда все наверх. Самый крутой, наверное, лайфхак – это носить топы. Вот видите, как на картинке, вот девушка в джинсах и в черном топе с баской. Вот этот идеальный образ, он сделает и грудь, уберет акцент с плечей, и все заакцентируется Это- вот на... Это Дэрил Ханна и Ума Турман. Две, которые участвовали в Kill Bill, они обе у них такая фигура. Да, Нереально да. широкие плечи, и при этом все остальное маленькое. Да, но на них на самом деле очень смотрятся красиво хрупкие вещи, то есть нежные оттенки и вообще нежные фасоны смотрятся очень классно на таких вот типов фигур. Вот. То есть, Бема, при выборе гардероба, да, своего, при создании гардероба, необходимо сначала определиться, какой у тебя тип Да, фигуры, ну да? причем еще бывают смешанные Да. типы фигур, то есть это не значит, что вот 5 и все. То есть есть промежуточные, когда переходишь туда-сюда. Грушевидное яблоко, да, может быть, да? да. Или То есть- яблочная Потом ты не, нет, плавчиха. ты не Яблочная забывай еще, что у женщин вообще это от природы метаморфозная фигура. Да, да, Она да. все время меняется. Есть послеродовой период, есть дородовой период, когда ты начинаешь так. Но нужно правильно, да, создавать свой гардероб,
Обязательно, да. подчеркивая То свои есть достоинства. не существует цветотипов, да, не нужно акцентировать на цветовую гамму, там, женщина, осень, зима, а лучше проакцентировать, проанализировать себя, к какому типу ты фигур все-таки принадлежишь. Ой, замечательная наука все-таки. Это стиль, да, стиль. Но и Красиво. на вот такой замечательной ноте мы прощаемся с вами, увидимся с вами совсем скоро. Всего вам самого наилучшего. Пока!